Ингушский народ по воле Творца встал на путь истинной религии. Озаренные светом единобожия, они объединили высокую нравственность, испокон веков привитую горскими обычаями, с совершенными качествами божественной религии. Но жизнь мирская полна испытаний на прочность и стойкость веры в Аллаха. И вот под жестоким диктатом коммунизма закрываются мечети, подвергаются преследованиям и гонениям священнослужители. А наши отцы, рискуя всем и даже жизнью, сквозь все эти тяготы проносят для нас свет ислама, оберегая его, как зеницу ока. И вот на наш народ, как и на многие другие, снисходит благодать Творца. И каждый мусульманин получает возможность дышать полной грудью глаголя истинную религию. По всей республике начинают строить мечети, наилюбимейшие места Создателя. Открываются медресе, духовные школы, создается духовное управление мусульман нашей республики, набирает обороты религиозно-просветительская деятельность. И уже сегодня мы можем лицезреть в республике высшие учебные заведения, школьный предмет, на котором растолковываются основы ислама, множество комитетов, играющих немаловажную роль в развитии мусульманского общества, телерадио и интернет-ресурсы, доносящие до людей истинный ислам. Непрерывно во всех центральных мечетях читаются пятничные проповеди. Основываясь на этом, каждый из нас просто обязан спросить себя, благодарит ли он Всевышнего Создателя за те блага, которыми Он одарил нас. С помощью Всевышнего мы получим еще больше и будем сильнее развиваться в той священной сфере, которая приведет нас в рай. Надо неустанно желать этого, прилагать все усилия. От каждого из нас зависит многое по воле Аллаха. يعز علي ترك الحب عندي ولو بلغت بي الروح الترى.